بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Мы сейчас говорим о современности, о 2000-х годах. Возникновение интернета. Если раньше это газеты, СМИ, кто попало, все-таки так не мог. То с возникновением интернета у нас массовое распространение получило. Люди создают сайты, каналы, страницы, инстаграмы. В начале 2000-х это в основном были сайты, где происходили вот эти виртуальные сражения, бои. Сейчас это вообще распространилось, мы знаем, в каком мы состоянии находимся. Меня что поражает? Да, это методы, инструменты информационной войны. Как бы один из инструментов, и там есть польза и распространение слова Аллаха, распространение ислама, польза есть, ну и вред есть, да. И один из очевидных вредов, это когда любой человек может создать что-то анонимно, при том-то в большинстве своем это анонимы, и начинают говорить о тех вещах, о которых они не знают, они некомпетентные, они не разбираются, но начинают говорить и делятся своим мнением и создают вот эти, если они красноречивые, они создают смыслы для людей. То же самое происходило в Европе 17, 18, 19 века. Вот так разрушался консервативный порядок, старый, европейский. Именно вот такими же методами. Мы тоже к этому пришли, мы тоже этим занимаемся. Я еще понимаю, когда это делается как информационная война в противостоянии с врагом. Это еще, ну понятно, ладно. Но когда мусульмане против мусульман начинают вести информационную войну, это не следование Корану и Сунне. Это следование либерализму и демократии европейскому. Я знаю, что это не остановить, это все, это интернет, это пошло-поехало. Это просто напоминание всем братьям, всем толиб ильмам. Валлахи, бисмилля, братья, напоминание делайте. В отношении мусульман, если что-то есть, не ведите виртуальные войны, виртуальные сражения с мусульманами, с твоими братьями надо разбираться в шариатских судах. А не вести вот такие информационные, какие-то психологические, виртуальные войны. Они у нас на Кавказе были, я вот этот момент упомянул, когда Имарат провозгласили, и Ичкерия, это именно вступление с этим было связано, когда люди, чеченцев, джахили, националисты, тагутчики, демократы, что только на нас тогда не сливалось. На каком основании вопрос? Ладно, тогда это только между чеченцами и кавказцами получилось, 2000-е годы. В Сирии что мы видели, братья? Я думал, что из этого мы сделали выводы, из того, что было тогда. Вот что мы видели в Сирии? То же самое, разделились на группировки, друг друга обвиняют, что не следуют Коране и Сунне, что не хотят установления слова Аллаха. А давайте соберемся где-то, сядем в шариатском суде, разберемся. Нету этого. Такфиры, муртады, сахаваты, хавариджи, все это вот так у нас проходит в интернетах, в виртуалах. И дошло это вот до такого конкретного кровавого противостояния, и это, по всей видимости, и не закончится теперь, потому что оно распространилось. И распространяется, потому что сражения сначала создаются враги, образы врагов в интернете, а потом наживую это делается уже. Вот даже внутри себя это вот просто ужас, что это, внутри себя это происходит. Ладно там с явными какими-то врагами. Это большая проблема, я об этом сейчас хочу сказать. Те, кто не знают в вопросах религии, в вопросах вот таких каких-то значимых дел, то, что касается целых народов, будь это чеченский народ, будь это кавказцы, будь это где-то в Сирии, будь это где-то в Афганистане, без разницы.
Если ты не оттуда, если ты некомпетентен, если ты не знаешь, не говори. Не говорить то, я имею в виду, не говорить там о событиях, о истории, надо это просвещение, надо говорить. Имеется в виду не говорить то, что идет в такфир, в противостояние, как бы в противоставление, как во вражду, как враги против друг друга. Вот этого не надо делать, если вот такое какое-то жесткое разногласие есть, это в шариате где-то в реале надо обсуждать. А не в виртуале. Обсуждение в виртуале, в СМИ, это не по Коране и Сунне, это по-европейски. Вроде бы все так не хотят быть похожими на европейцев, либерализм и демократию. Коран и Сунна говорят, ну почему-то взяли методы ихние. Снова напомним, Муавия, Али, которые было, они не встретились. Да будет доволен ими всеми Аллах, они не встретились. Мы видим, что вот мы пожинаем сегодня последствия, мы же знаем, что произошло, когда люди не встречаются. Я придерживаюсь мнения такого, что Али был прав, Муавия должен был прийти, сесть перед ним и поговорить. Я думаю, что в этом знамение для мусульман было уроком не совершать подобных ошибок. А у нас наоборот, как Далила это взяли и вот просто ужас, что делают. Там надо встретиться, сесть и решить вопросы. Нет, заочно или на расстоянии начинается выяснение. Так не бывает. У Муавия, у Али не получилось это. У нас тоже не получится. Если мы хотим решать вопросы, они тогда как могли решить это? Вот после битвы при Сифине, как Третейский суд шариатский, когда наживую встретились, смогли хотя бы остановить это противостояние. Нам что, снова и снова совершать одни и те же ошибки, чтобы нас из одной и той же норы кусало? Это повторяется. Валлахи, братья, вы можете тарих, эту историю посмотреть, повторяется. Без разницы, это амиры или рядовое отношение между братьями. На рядовом, на бытовом уровне в отношении между братьями это у нас, Аллах, это возьмем для чеченцев пример привожу. Джахар, когда ему приходят, говорят, Джахар, ты здесь не прав, у тебя проблема, он говорит, я знаю, но вы не знаете, я стараюсь решить проблему, например, это 92-3 год кризис. Когда требуют решения здесь и сейчас. Повторение ситуации, как с Муавией и Али, когда от Али что-то требовали. У Джаухара тоже вот так говорили, он старался объяснить, но ситуация такая. У Аслана Масхадова в 97-х, 8-х, 9-х годах та же самая ситуация. Как бы и Джаухар на месте Али оказывается, и Аслан Масхадов на месте Али оказывается. Это просто беглые такие примеры, братья, поверхностные. Я, как рядовой ваш брат мусульманин, валлахи, я не хочу против своих братьев оружие поднимать. Я не хочу, чтобы братья против меня оружие поднимали. Давайте прекратим вот эти виртуальные какие-то разборки, выяснения, и будем выяснять разногласия, которые касаются лично каких-то между нами вопросов. В шариатских судах, в правовом поле. Как это и нужно делать. Я надеюсь, что вот эта тема, она будет подниматься, толиб ильма из нее сделают большую тему. Валлахи, этот интернет, он нас уничтожает. Он нас разрушает. Анонимные люди создают какие-то каналы, страницы, сайты и начинают говорить то, что делает вражду. Влияние СМИ огромно, влияние медиа огромно, понимаете? Люди, это манипуляция сознанием. Это для всех общеочевидные факты же, для всех же это понимают. Вроде бы такие простые вещи, но когда ты видишь это у твоих братьев, которые претендуют на интеллектуальность, на какие-то когнитивные такие свои способности, и такие очевидные простые вещи не понимают и совершают. Вот это поражает, когда не делаются уроки из того, что было буквально 5, 10, 15, 20 лет назад. Я извиняюсь, что я вот так вот эмоционально говорил, это не простые вопросы. Это была вражда конкретно.
И на Кавказе мы ее переживали, и в Чечне переживали, в Сирии мы ее переживали, вон в Афганистане ее переживают. Это непростые вопросы. Это там, где кровь мусульман проливается, где друг другу кровь проливают. Поэтому всем братьям, в том числе мне, напоминание. Думайте о вот этом хадисе Рувейбида. Я тоже Рувейбида делал такие вещи, я признаю сам за себя. Это у любого человека это неизбежно, потому что человек из джахилии постепенно поднимается, приобретая знания, опыт. Это даже есть такой термин, он используется, когда человек считает, он познал все, только потом поднимает, что, оказывается, он только начал познавать, и он ничего не познавать. И вот на том уровне, когда он думает, что он познал все, он начинает себя вести как Рувейбида. Я тоже себя вел как Рувейбида. Мы все в этом одинаковые, мы проходим одинаковый путь. Это напоминание не говорить о том, чего ты не знаешь, некомпетентен. То, что касается крови и взаимоотношения мусульман, ладно там с другими параллельно, даже ладно какие-то политические вопросы, даже касаемо мусульман, да, это нехорошо, но когда религиозных вопросов начинают говорить вещи, которые явно ведут в вражду, к непониманию, которые надо обсуждать где-то с людьми знания или в шариатских судах, каждый один убитый мусульманин, одна кровь, это просто мы знаем, да, высказывание, насколько достоверное, я не знаю, Умар бин Хаттаба, когда что мы какой-то город захватили, там столько-то трофеев, что Умар бин Хаттаб говорил, что за одного мусульманина этого не дал бы. Или другие тоже такие есть высказывания, что Каабу можно разрушить, чтобы одного мусульманина кровь там не пролить. Это насколько для нас должно быть важным и святым. А мы что, мы друг друга рубим, режем, и по всей видимости это дальше больше будет. Это просто для всех нас напоминание. Придерживаться Корана и Сунны. И в Коране и Сунне не говорится, что выяснение истины должно происходить в интернете, в чатах, телеграм-каналах, в инстаграмах, в ютубах, на каких-то сайтах, на каких-то платформах. Истина между мусульманами выясняется в шариатском суде, в реальном мире, не виртуальном, не в анонимном. Я все закончил, извиняюсь, братья, если вот так эмоционально, грубо говорил. Если у кого-то какие-то вопросы есть, бегло, коротко отвечу. Извиняюсь, что время занял. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.